Смог Бишкека – проблема, которую нужно решать срочным и кардинальным образом. В этом сходятся все специалисты-экологи столицы. Воздух в городе и его окрестностях загрязняет частный сектор, что топит печи низкосортным углем и хламом, автомобили, что заправляет некачественным ГСМ, а также ТЭЦ. Не так давно чиновники задумались о том, чтобы перевести этот энергообъект на газ. По данным компании «Электрические станции», эти изменения возможны только на старом блоке. А вот работа новой части ТЭЦ по проекту рассчитана только на сжигание каракичинского угля. Предварительный расчет составил, что себестоимость электроэнергии 1 киловатт-час в данное время около 4 сомов. При переводе на газ он увеличится в 2 раза. Двукратное увеличение будет. Это первый вопрос. И второй – это бесперебойное обеспечение газом. Всем нам известно, что газ по нашей республике не производится, поэтому мы его закупаем из соседних республик, из Казахстана и Российской Федерации. Поэтому этот обеспечение газом очень важный вопрос, его надо решить. По информации Госкомитета промышленности, в данное время проводятся расчеты, целесообразен ли перевод этого объекта на газ. Однако окончательного решения пока нет. В плане комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, в Сокулукском и Аламединском районах Чуйской области также есть пункт о реабилитации ТЭЦ-2. О том, что необходимо ввести в эксплуатацию этот энергообъект, говорится на протяжении нескольких лет. Ведь столица растет, строятся новые многоквартирные дома. Их тоже нужно подключать к отоплению и централизованной горячей воде. ТЭЦ-2 начали строить почти 30 лет назад для дополнительной подачи тепла населению столицы. Но этот энергообъект так и не достроили. Часть оборудования демонтировали и вывезли на ТЭЦ-1. После событий 2005 года здесь начали массово захватывать земли, и сейчас мы здесь видим огромный жилмассив. По информации из других источников, ТЭЦ-2 проработала всего 3 месяца. Слишком дорого обходилось топливо. Изначально энергообъект проектировали так, чтобы он работал на газе и мазуте. Ранее энергетики отмечали, что если этот объект запустят, он сможет обеспечить теплом 5 крупных столичных микрорайонов. В данное время совместно с Кыргызгазом и с электрическим станцией, с холдингом мы работаем над этим, делаем расчеты. У нас имеется 3-4 варианта по реабилитации данной ТЭЦ. Там в теплофикационном режиме, либо по выработке тепловой и электрической энергии с использованием вида топлива, это природный газ и мазут. Напомним, что сейчас в Кыргызстан поставляют газ из России. Рассматривается ли вопрос о привлечении дополнительного импортера этого топлива, пока неизвестно. Если ТЭЦ-2 достроят и будет она работать на газе, это будет хороший проект. Можно было бы в городе уменьшить загрязнение воздуха на 15-20%. Ведь частный сектор, куда еще не провели газ, топится углем. Да, газ дороже, но самое главное – здоровье. Сейчас вот пандемия, у многих пневмония, и мы дышим этим воздухом. Поэтому важно очень быстро решить проблему смога. Идея благая, но будут ли согласны на такие тарифы абоненты, вызывает вопрос. К тому же, если объект будет работать исключительно на одном виде топлива, это чревато зависимостью от поставщика и угрозами срыва отопительного процесса в случае проблем с поставками газа. Отметим, по предварительным расчетам, на реабилитацию существующего оборудования на ТЭЦ-2, проведение газопроводов, трубопроводов, воды потребуется порядка $200 миллионов. В ГКПН, говорят, будет необходим инвестор, либо сумму можно изыскать из собственных средств энергокомпаний. Анастасия Соболева, Диас Акимбаев, НТС.